Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан безвозмездно поставит Киргизстану 2000 тонн сжиженного природного газа. Сердар Бердымухамедов освободил от должности прокурора Ашхабада. Состоялось очередное заседание Кабинета министров Туркменистана и другие новости. 5 февраля в Ашхабаде состоится закрытие Года культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане. Торжественная церемония пройдет во дворце Мукамов Государственного культурного центра. В столице Туркменистана ведется подготовка к церемонии открытия культурно-паркового комплекса имени великого туркменского поэта Махтумкули Фраги и установки памятника классику. По поручению президента Сердара Бердымухамедова на территории комплекса планируется разместить скульптуры известных зарубежных литераторов и мастеров слова. В марте-апреле 2024 года в Туркменистане пройдут несколько значимых международных мероприятий. Олимпиады среди школьников и студентов, а также научно-практическая конференция и выставка. Агентство транспорта и коммуникации при Кабинете министров Туркменистана планирует модернизировать объекты железнодорожного транспорта. В частности, на железнодорожных станциях страны планируется модернизировать действующие и построить новую инфраструктуру с учетом требований охраны окружающей среды. На очередном заседании Кабинета министров Туркменистана обсуждались вопросы сохранения племенной чистоты и увеличения поголовья ахалтекинских скакунов. Было отмечено, что в лаборатории научно-производственного центра коневодства Государственного объединения «Туркменские кони» в городе Аркадак проводится генетический анализ скакунов для сохранения их чистокровности. Также ведутся научные исследования, связанные с развитием коневодства и совершенствованием масти ахалтекинцев. В коневодческих хозяйствах осуществляется деятельность по принятию на племенной учет жеребят, родившихся в нынешнем году, и выдаче им специальных сертификатов. Туркменистан безвозмездно передаст Киргизской республике 2000 тонн сжиженного природного газа в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение в связи со сложившейся ситуацией в сфере энергетики Киргизской республики подписал в пятницу президент Сердар Бердымухамедов. Указом президента Туркменистана, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Сердара Бердымухамедова в соответствии с пунктом 16 статьи Закона Туркменистана о прокуратуре Туркменистана, советник юстиции Авязмамед Шихмамедов освобожден от должности прокурора города Ашхабад за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и допущенные в работе серьезные недостатки. Ученые назвали отличительные признаки умного человека. Исследователи из Гронингенского университета утверждают, что о ясности мышления и способности генерировать нестандартные идеи говорит заваленный бумагами стол. Другим признаком высокого интеллекта психологи называют умение метко шутить. Нора Аль-Матруши, инженер-механик из Объединенных Арабских Эмиратов, завершит обучение по программе НАСА в марте этого года. Она станет первой женщиной-космонавтом из ОАЭ и будет допущена к участию в космических миссиях, включая полеты на Международную космическую станцию и лунный проект Артемида. Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов сыграет в товарищеском матче против Интер Майами Лионеля Месси. Мингазов выйдет на матч в составе звезд Гонконга. Матч пройдет 4 февраля на национальном стадионе Гонконга, который вмещает 40 тысяч зрителей. Напомним, что в марте 2022 года Руслан Мингазов перешел в Китче, став первым туркменским легионером в Гонконге. В 2023 полузащитник был признан лучшим игроком гонконгской премьер-лиги. Тренерский штаб женской и мужской сборных Туркменистана по тяжелой атлетике определился с окончательным составом команд на чемпионат Азии, который пройдет с 3 по 10 февраля в Ташкенте. Данный турнир является квалификационным на пути к Олимпиаде в Париже и служит возможностью для туркменских атлетов заработать необходимые рейтинговые очки. Туркменский Ахал прибыл в Анталию, где приступил к работе в рамках тренировочного сбора. В пятницу после приезда у подопечных Сердара Гельдиева состоялась утренняя тренировка. В рамках подготовки к стартующему 4 марта чемпионату Туркменистана 2024 футболисты Ахала проведут в Турции ряд контрольных матчей. Один из них запланирован на 3 февраля с командой «Оболонь», а другой на 8 февраля с Александрией. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.